дом 1928 года постройки. А мы собрались в Ялту. Сейчас поплывем на кораблике. Так, берем билетики. В Ялту в 11:30 поплывем, а обратно в 17:35. То есть высадка в Ялте взрослые 1000, а детские 800. О, это начинаешь красота. Это у меня большая. Всё. Вот наш кораблик приплывает. Парус один. Уже на мельнице. Да. Вот по лесенке сейчас будут люди спускаться, а мы потом будем подниматься. Пляж начинается прямо. А не отсюда, вот отсюда. Отсюда. Уважаемые отдыхающие, в Урдуфа каждый день на теплоходе «Воронка» проходят увлекательные маршруты. Вон они уже, смотрите, зацепляются, Вдоль уже тренируются. в сторону Ялты. В Ялте Шалопай. можно по желанию высадиться на 2,5-5 часов, погулять, посмотреть достопримечательности и вернуться с нами обратно. Прогулки сопровождают Уже тренируются. увлекательные рассказы экскурсовода. За билетами обращайтесь к организаторам морских прогулок на набережной, а также билеты можно приобрести у теплохода. Да, ялтинцы к нам. Сейчас мы направляемся в Ялту. Следующий рейс в Ялту 13:40-16 на сайте 18:30. Держите. Будем выходить, я громко в микрофон предупрежу. Все достанете, Заходи. будем с вами проходить. Ой, шатается. Ой. Ребята приготовились прыгать. Здесь не торопитесь, аккуратно. Под ноги смотрим. Ага. Вот. Ступенечки такие крутые, поэтому... Ой, как хорошо-то тут. Точно туда? Тут просто такой большой вид-то. Нет, там как бы ближе к воде. А мне не нравится запах вот этот иногда, Ну давай, посмотрим, что понравится. Мне кажется, много дней не будет. Просто я всегда в зале. Вы решили тут? Вы сами сказали. Ребята тут прыгают. С причала в море. Девочки все. Давайте, ребята, прыгните. Покажите класс. Пошел. О, ох, какие сальто делают. Сальто. О, самый маленький причем прыгнул, да? О, детей каникулы, да? Никуда Да. ездить не надо. Это же местный по-любому, да? Не знаю, местные или нет. Да не, сильно больно белые. Ой, еще Который цепляется за корабль, мне кажется, это местный. не знаю. Давай, кто-нибудь. С этим Оп. домом. Оп. Ой, море нереальное, вокруг цвет. Да, чистое, вообще чистое. Медуз тоже нету. Ни одной. Мы приветствуем на борту теплохода вновь прибывших экскурсантов. Напоминаю вам о правилах техники безопасности на борту нашего теплохода.
темноту, но вау, просто вау. Слушай, ну пляжная полоса длинная, очень длинная. Вот это уже поселок Даниловка. А следующий поселок будет Никита. Заброшенка какая-то, грандиозная причем. 5 огромных зданий. Раз, два, три, четыре, пять. Большой 6 и все. Так, вот там поселок Никита, а прямо Никитский ботанический сад. А дальше там будет Отрадное. В Отрадном мы жили в Эленгах 2 года назад. Вот это уже мы проплываем Отрадное. Вот они, Эленги, где мы жили. Поехали. Вот там уже и Ялта видно.
первое каменное здание нашего города – храм Иоанна Златоуста. Церковь была заложена в 1837 году архиепископом Екатеринославским и уже через 2 года им же и освящена. Центральный холм, он самый широкий, самый большой, холм Тарсан. А вы его сразу узнаете по подвесной канатной дороге. Разноцветные вагончики бесконечно перевозят пассажиров от набережной на высоту 140 метров над уровнем моря, где расположен мемориал «Холм славы», созданный в 1967 году. У самого подножия Тарсановского холма мы с вами видим золотые купола собора Александра Невского. Освящение собора происходило в 1902 году. На освящении присутствовала вся царская семья. На самом верху Тарсановского холма мы с вами видим ярко-желто-оранжевое здание. Многие спрашивают, что это за крепость? Это не крепость, это советская постройка. Бывшее здание автобазы. Сейчас там расположен один из самых больших супермаркетов нашего города. Почему так высоко, так далеко? Кто гулял по Ялте, вы видели, Ялта маленькая, улочки узенькие, домики маленькие. И найти место с большой парковкой, хорошей транспортной развязкой, вот смотри, там наверху. Но мы с вами рассмотрели 2 холма, холм Поликуровский, центральный холм Тарсан, и впереди по носу, по ходу нашего теплохода гора Чайная Горка. Этот холм самый молодой по застройке. И Чайная Горка, гора получила свое название после того, как на ней в 1867 году была установлена деревянная чайная беседка с прекрасной смотровой террасой на Ливадию и на Ялту и шпилем для императрицы. Сам, конечно, деревянный чайный домик не сохранился, а вот название Чайная Горка так и осталось в устах местных жителей. Мы с вами подходим к Бака. Кто с нами путешествует из Гурзуфа, выходить мы будем сзади с кормовой части судна, не через трап. Все приготовьте QR-кодики для выхода. QR-коды, кто будет возвращаться с нами, не выбрасывайте. Они нужны для того, чтобы выйти с 8-го причала через терминал. А я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы увлекаетесь, пользуетесь морскими прогулками. Конечно же, наш маленький курортный городок у самого моря всегда рад приветствовать вас на своем побережье. Кто собирается возвращаться в Гурзуф с нами 14:55, 17:20. Пожалуйста, не опаздывайте. Еще Ой. Да, вас встречает приветливая Ялта. Современный Форс-1. Ну да, он рейсовый. А мы на нем. Обычно мы Да. приезжали на машине сюда. Да. Решили на теплоход. А я чуть не поняла, как мы там. Мы что-то без конца в этот раз решили плавать на теплоходах, да? И уплавали. А мы, кстати, на машинах уже никуда и не ездим. Мы все ходим. Но мы часто Нет, переезжаем с места на место. В Партените мы не ездили, и тут, а до этого там не ездили. Не, ну это понятно, переезжали. Мам, где дорога эта? Дорога напротив 6-го причала. морскую прогулку Держи. Гурзуф.